Мой папа военный, я его очень люблю. Я хочу, чтобы он быстрее вернулся домой. Хоть в отпуск, хоть навсегда с МГ, чтобы всегда был со мной. Уста младенца гласят истину, а пожелания его чисты и безвинны. Отец Дарьи Исаковой, как и множество отцов вот таких вот прекрасных детей, сейчас находится там, на далекой передовой, и как никогда нуждается в этой теплой поддержке из дома. Здравствуй, солдат. Меня зовут Куч Тарья. Я учусь в 9 классе и в будущем мечтаю стать врачом. Я хотела бы поздравить тебя с прошедшим 23 февраля. Ведь ты настоящий герой, которым гордится вся страна. Вместе с этим письмом тебе передадут ангелочка, которого я сделала сама. Я вложила в него частичку своей души, так что можно сказать, он теперь живой. Дорогой солдат, пока ты охраняешь и спасаешь наши жизни, этот ангелочек будет защищать тебя от ран и пуль, чтобы ты вернулся домой живым. Храни тебя Господь. Храни тебя Господь. Аминь. Мы с женой женаты уже 17 лет. Она настоящая жена офицера, она уже ничего не выражает, она просто ждет. Она сменила много гарнизонов вместе со мной. Это самый надежный мой крепкий тыл. Дочь гордится. И в школе всем рассказывает, что папа на СВО, папа на войне. Главное, чтобы она гордилась. Начинаешь ценить больше тогда, когда начинаешь терять. Или находишься, допустим, далеко. Дети тоже растут, поэтому это тоже то время, которое, скажем так, теряешь по воспитанию детей, по нахождению с ними, потому что им тоже не хватает отцовского внимания. Это, и чувствуешь, и видно. И сам ты на себе ощущаешь, что тебе это не хватает детей. Детей, жены, уж это неотъемлемая часть, то, что есть в семье. 2 детей маленьких. Дочери 12 лет, сыну завтра уже 10 лет будет исполниться. Учится в школе. Мать у меня, отца нет, к сожалению. И родственников особо тоже нет. У меня есть все родственники, жена и 2 детей, которые очень ждут, скучают. Особенно сын. Сын у меня каратист, занимается карате. Тоже очень много медалей у него. Постоянно в соревнованиях участвует. Ждет меня. Раньше мы с ним на соревнования постоянно, я его возил куда-то. А сейчас он без меня ездит. Тоже скучаю очень. И он также скучает. Обычные мужчины нашей республики. Родители, братья, сыновья. Когда наши железные герои шли в зону специальной военной операции, они руководствовались только одной мыслью – не допустить боевых действий на своей земле. В тылу – семья и дом. В тылу – мирные жители родной земли. И кто, если не они? Я видел, что такое, как это было. Я понимаю то, что сейчас помощь каждого человека, мужчины, здесь требуется. И от помощи каждого бойца, вновь прибывшего даже, мы приближаем победу над фашизмом. Достаточно тяжело на фронтах было. Много очень неприятных, скажем так, новостей читал. Как раз наши отступали. Я понимал, что надо просто нашим помочь. Потому что наши отступают, укропы, хохлы бьют по мирнику. Вот эти видео плачущих матерей, погибших детей. У меня сама 2 дочек. Просто сердце не выдержало. Жена, конечно, беспокоилась очень. Говорила, что, точно ты уверен, что хочешь? Я говорю, да. Потому что у меня самого дети есть, и война может просто до нас докатиться, если мы их не остановим. Это война, которая должна закончиться. В первую очередь связано было с Донецком, с Луганском областями, потому что там гибли мирные люди. В первую очередь это то, что гибнут дети. Это сподвигло, чтобы закончиться. Потому что у меня тоже 2 сына. И чем дольше, тем ближе их время к этому идет. Потому что они тоже могут попасть на эту войну. Детей жалко было. То, что здесь
Как бы дети страдают, мучаются. У самого 2 детей. Вот как бы это сподвигло. Тогда еще и не знал, что там какие-то деньги платят, что-то такое. С работы заехал в военкомат. Узнал, можно ли пойти по контракту. Сказали, можно, и все. Ну, то есть постоянно вот это по новостям показывали, то, что дети страдают там, то, что жители страдают, тем более жители Донбасса нам доверились, как бы, ну, остались на нашей стороне, и, как бы, хотелось помочь им. Ну, хотел быть примером своим сыновьям. У меня старший уже заканчивает военное училище, младший тоже хочет поступить. Все-таки как-то, ну, чтобы, ну, не стыдно было за отца, и чтобы все было. Но главное, что в этой, я думаю, надо победить, чтобы, ну, это все-таки, я считаю, в первую очередь, это война против сатанизма, ну, против этого всего, то, что ими движет. И я считаю, наше дело правое, и Аллах нам поможет в этом деле. Основная масса, она пришла для того, чтобы, значит, их семьи дома жили спокойно, чтобы дети ходили в школу, росли спокойно, чтобы не было этого фашизма, национализма, ну, чтобы подавить вот эту фашистскую нечисть. Как началось СВО, вот, решил восстановиться, приехал дальше продолжить службу, так как все-таки офицер при звании должен защищать свою родину, чтобы нашего не было, чтобы у нас к нам это все не пришло с этой Европы. Воины пришли сюда зачастую не имея военного опыта. Кто-то не успел даже обзавестись своей семьей. Но тем не менее посчитал своим долгом быть рядом с боевыми братьями. Когда, получается, попал в Казань, ну, там у нас обучение проходили, там набирали, ну, в пехоту, там кто в ремонте разбирается. Я говорю, я в ремонтной роте служил. И вот меня взяли ремонтом заниматься. Ну, так много чего не умел, здесь очень много чего научился нас. Тут прям есть кто на гражданке в автосервисе работал. Друг другу, кто что знает, подсказывает. Ну, УАЗик уж, ничего сложного особо, наша же машина. Мама, ты как отреагировала, когда сюда ушел? Ну, переживала. У меня вся семья военная. У меня родной дядька военный, подполковник в отставке. Тетка военная, тоже старший прапорщик в отставке. Братья двоюродные, тоже офицерский состав. Дед воевал русско-японскую. Я с 15-го года сюда рвусь. Не пускали никто из родни, не пускали, все боялись. А здесь вот решился всех, все на все, как говорится, пошел, контракт заключил и приехал, попал в танковый батальон. Тут у нас процедурный кабинет. Тут ребята проводят первичный медицинский осмотр, заполняют амбулаторные книжки, лечение назначают. На поле битвы воины рискуют жизнью. Многие были ранены. Но даже имея реальную возможность остаться на гражданке, наши бойцы стремятся возвратиться в строй. Мы делаем уколы внутривенные, внутримышечные. Под Гуляйполе, то есть когда стояли на позициях, в гранатомете, тяжелое ранение в шею было. 2 месяца в госпитале, потом отказ от ВЛК и опять сюда. А то есть был шанс уйти? Был. Не захотел. Вы вытаскивали раненых также, кассетные боеприпасами накрывать начали. Все, ранение получил, локоть с переломом. Ну, повезло, то что сквозной был. Осколок не остался, насквозь пролетел. Перелом. Месяц, считай, в гипсе проходил. Отпуск по ранению. Ну, восстанавливался. Там в Челнах ездил в госпиталь для ветеранов. Там помогли. Здесь вот у этого шалашика Буся хорошо накинул первый. Осень прошлого года. Как раз у укропов было контрнаступ их великий. Мы стояли под Работино. Была боевая задача помочь пехоте отсечь наступающего врага. Но там уже в самом Работино были наши тогда. Очень сильное наступление было. Выехали на БМП, чтобы отработать 30-кой. Отсечь врага. Может быть, нашим помочь чуть еще вперед продвинуться, потому что бои сильно очень были. Встал на позицию, начал стрелять. Стреляли по корректировке. Ну, видно, хохлам это слегка не понравилось. В нас запустили кассетку. Вот. И осколками меня, получается, посекло.
Ну, видно, задачу все-таки я выполнил, помог нашим. После того, как ранило, меня быстро эвакуировали, потому что в руку попало, в легкую осколок, по голове задело. Вот. На самом деле был удивлен, когда орден мужества дали. Вроде как, работа есть работа, ничего такого. Ну да, очень опасно было, чуть не погиб. Там еще чуть-чуть, и голову очень сильно могло задеть, что мог и не выжить. В октябре месяце поехала, команда поступила на эвакуацию, поехали эвакуировать. И попали маленько под обстрел, меня вот зацепило маленько, ранение получил. Живой, здоровый. Прилетела, скажем так, кассета, осколками зацепила руки. Нормально. Не ложился ничего, я говорю, я ложиться не буду, госпитализироваться, мне это не надо. Я говорю, я с ребятами до последнего. Все, так потихоньку отошел. Вот, все. Страшно, куда деваться, работаем, выполняем боевую задачу. Шли на выполнение боевой задачи, а тут накрыло, попал в ногу. Сейчас проходим реабилитацию, все нормально, врачи нормально, все делают, свою задачу выполняют. Ждем возвращения обратно. Наши воины всегда готовы прийти на помощь друг к другу. В этом и есть сила нашей армии, в силе боевого единения. Единственный момент, когда еще до СВО началось, были такие разговоры, рассказы, что человек возвращается домой, например, и через какое-то время его тянет обратно. В то время я считал, как так-то, опять на войну, вроде, все, ты же ушел. А был случай со мной, я уехал, операция у меня была я 2 месяца был на излечении в Казани. И потом у меня проходил период восстановления. И вот за этот период я понял, что меня опять сюда тянет. Здесь, знаете, как будто это вторая семья. Домой тебя тянет к той семье, а сюда тебя тянет к этой семье. Здесь много друзей появилось. Я бы сказал, вторая семья. У нас контингенты разные. Здесь и Кузбасс, и татари. Здесь всякие, все хорошие. Друг на друга хорошо относятся, друг за друга. Они за горой. Я их чувствую, что я за горой я стою. Вот. Все они хорошие. Вот они все стоят, если что не случится, сразу старый, давай поможем. Вот континент хороший. И здесь братство. Здесь понимаем все друг друга с полуслова. То есть иногда даже какие-то, если от меня команды идут подчиненным, даже договаривать не надо, все, комбат мы поняли, и работа идет. Действительно, братство, все мы братьями стали уже. Там, вне зависимости от званий, от должностей, просто стали братьями здесь. Героями не рождаются, героями становятся. Боевые действия в зоне СВО это доказали не единожды. В ходе наших поездок нам посчастливилось познакомиться со многими из них. Про многих воины нам рассказывали с восхищением. Я никогда не смогу забыть людей, которые прошли с нами этот боевой путь. Были, можно сказать, настоящие подвиги. Самый запоминающийся момент, я, к сожалению, не был его свидетелем, но когда наш батальон, боец из батальона Темира, он самолично, как раз в разгар боев за Работино, в летнее время, это было в август месяце, при отражении атаки противника, он самолично уничтожил 2 боевые машины иностранного производства, именно БМП «Брэдли». То есть из гранатомета он поразил одну, потом сменил позицию и обездвижил другое, и обеспечил его уничтожение. Сейчас он находится в госпитале по ранению. Мы желаем всем батальонам ему скорейшего выздоровления. Но Сандро, это настоящий подвиг он совершил. Общаетесь, будет возвращаться? Да, естественно, боец на связи. Сейчас у него было тяжелейшее ранение. Он вообще не уверен, что он выжил, но он держится, молодец. Мы надеемся, что он вернется в строй. Все ждем его возвращения. И заслуженные награды также уже вручена ему. У меня есть командир роты, который трижды выезжал с полным боекомплектом, поражал технику и возвращался. Также был представлен к награде Орден Мужества. Которые занимаются эвакуацией техники. Им дали медали Жукова обоим.
То есть они под обстрелом вытаскивали технику. Справились с задачей, не повредив технику, и все остались целы. За СВО я не понес ни одной боевой потери из личного состава. То есть у меня все выполняют боевую задачу и возвращаются. Тут каждый человек, он как бы, можно, смело руку на сердце кладя, сказать то, что он герой. То есть, из последнего, вот, то есть то, что, допустим, позавчера было, на бронегруппе человек находился, поступила команда ему на эвакуацию раненого. Под минометным огнем практически пробежал 3 километра, на себе вытащил человека, спас жизнь ему. То есть, люди те же, я не говорю про там специалистов, стрелков и так далее, то есть, простой человек, парень, который сидит, водит Урал на линию боевого соприкосновения, там, подвозя продукты, там, на горячих шинах вывозят из-под огня там личный состав, то есть каждый человек это, книга, на самом деле. Ну что, видится. Спасибо тебе за работу. Спасай людей. Спасибо. Служу России. Стать сюда. Да, огромное спасибо, благодарность хочу сказать Раису Республики Татарстан, правительству, администрации, мэрам городов. Там, я знаю, вот ребятам тоже посылки именные, общие всегда приходят. Гуманитарная помощь приходит. У нас гуманитарщики очень хорошо работают. Они привозят нам всегда все недостающие медицинские препараты, приборы, все что угодно. То есть мы всегда говорят, что надо, ребята. То есть это огромное спасибо. За эти 2 года специальная военная операция объединила людей. Словно второй фронт, тыл всей своей мощью, единого душевного порыва пришел на помощь передовой. Мамы, жены, дети, неравнодушные граждане нашей большой страны, как и в 40-е, объединились перед общей бедой. И что уникально, для этого не издавались какие-то директивы или приказы. Люди объединились по собственной инициативе. Более 21 миллиона человек. Это 15%, более 15% всего населения нашей огромной страны. Это армия целая. Огромная армия. И, конечно, сегодня особенно важно, особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят. Волонтерское движение Татарстана одно из многочисленных в России. На тыловом фронте участвует более 108 тысяч наших земляков. И это не только жители наших крупных городов Казани или набережных Челнов. Это жители наших районных центров, поселков, деревень и сел, причем разных возрастов. Ценность заключается в том, что в это вовлечены наши дети, которые искренне в своем стремлении помочь. Для начала измеряем банку, и получается 7 сантиметров. Потом на гофрокартоне отмеряем это и позже вырезаем. И смягчаем его. Потом скручиваем. Мы вставляем фитиль и позже заливаем парафином. После этого у нас есть письма. В данном письме здесь написано: «Поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Желаю вам хорошего здоровья, спокойного сна, всего самого хорошего вам. Возвращайтесь живыми. Надеюсь, эта свеча будет гореть в вашем сердце». Приклеим к банке, и получается вот такая окопная свеча. Возраст детей не преграда быть полезными в общем деле. Мы делаем талисманы для военных, чтобы они помнили нас и выиграли, и чтобы у них были силы, и чтобы они все поскорее приехали. Ты как думаешь, победим? Нет? Конечно, победим. Почему? Ну и не таких выигрывали, так сказать. Побеждали, много войн. Россия сильная страна, с нами Бог. Старайтесь расправлять, потому что это нужно. Подвязывайте. Обязательно двойным узлом. Раз, два. В хаотичном направлении. Здесь прямо. Есть отцы, есть братья, есть те, кто там обеспечивает то, что сегодня делает детей здесь спокойными, счастливыми. Они могут учиться, они могут заниматься творчеством, они могут танцевать, петь, рисовать.
проживать свое счастливое детство. Самое теплое, что трогает сердца наших бойцов, это письма от детей. Трогательные слова на белом листе бумаги, зачастую с рисунком, становятся мостом надежды между двумя мирами здесь и там. И благо, что дети это делают искренне. Чтобы ты вернулся живым. Я, как вот обычный девятиклассник, школьник, хотела показать то, что нам, правда, не все равно. Мы хотим поддержать наших солдат, мы им очень благодарны. Делаем это все, конечно же, искренне. Я очень надеюсь, что скоро война закончится. Я надеюсь, что многие отцы, братья, сыновья вернутся домой живыми и здоровыми. Талисман на удачу. Спасибо вам за все. Я очень благодарна за ваши труды. Съемочным группам нашей телерадиокомпании не раз счастливилось передавать письма и талисманы нашим воинам. В суровых буднях фронта забываются все эмоции, что делают нас людьми. Да где им тут быть, когда находишься на постоянном контроле действий противника? И мы не раз становились свидетелями того, как меняются лица наших бойцов, когда они читают очередное письмо. Привет, солдат. Меня зовут Глеб. Я пишу тебе из города Казани. Я хочу поблагодарить тебя за твой нелегкий труд и пожелать удачи, здоровья и мира твоему дому. Спасибо, Глеб. Эти письма обязывают бойца беречь себя, ведь его жизнь дорога близким, которые ждут его дома. Никто ни от чего не застрахован. Просто надо выполнять свою работу тщательно и с пониманием ко всему относиться. Я знаю, что я приеду домой, меня дома ждет эчпочмак с горячим чаем. Вот. Я еще плакать буду. Очень было тяжело воспринимать, неожиданно, во-первых. И в какой-то момент даже страшно стало. Страшно за своих детей, внуков. Я жив, здоров, и я защищаю их, охраняю сон и покой. Все нормально, работаем, братья, работаем. Все, что можем, все, что в наших силах делаем, выполняем все приказы, стараемся. Кто, если не мы, сказал он. Кто будет охранять наш дом, нашу страну, защищать? Мы молодые, крепкие, энергичные парни. Мы должны что-то сделать для страны, для своего народа. Чтобы папа мой гордился, мои дети мной гордились. Хочу всех видеть, хочу, чтобы меня видели довольным и счастливым. Даже находясь я тут, звоню периодически родным и близким. Они видят мою улыбку, они довольны, они счастливы. Я понял то, что жизнь, она вот все-таки она одна, и она, возможно, будет такая короткая, что, очень скучаю по своей семье, по своей матери. Вот у меня вот единственная мечта – это вот увидеть, обнять мать. Все-таки это вот, отношение к жизни. То, что все-таки я был когда на гражданке, я не думал, как это вот это все мелочная суета, вот это вот. А тут, когда она рядом, что-то вот, имеется в виду, возможно, что ты погибнешь, что там мысли совершенно другие. Там все-таки все обиды друзьям, к родным, может быть, это все растворяется вот в этой. Все-таки жизнь, она же одна дана человеку. Я думаю, все-таки надо жить и будем жить. Дай Бог, все будет хорошо. Вот хочу третьего ребенка, но пока уже отсюда не вернусь окончательно, как-то притормозили маленько это. Дочки растут, старшая скоро в школу пойдет. Обе школьницы. Жене тяжеловато, но держится. Мой надежный тыл. Я в них верю. Недавно в отпуск поехал. Поднакопил немного денег и на доске объявлений лимузин нашел за 350 тысяч. Все. Я на данный момент еще здесь был, когда его нашел. Уже вот отпуск ехать, машину хотел себе. Скинул брату денег, поехал, купил лимузин. Никто не верил. Маме написал, мама говорит, ты что, Лым? Я говорю, бизнес буду делать на этом сейчас, лимузин. Я вот сам в аренду бы взял. Можно сказать, вот небольшое в дело вложился. Пусть и трудно сегодня на полях сражений, но наши парни однозначно доведут свое дело до конца. А по-другому и не может быть. Тем более, каждый отвоеванный метр земли – это уже родина, которую необходимо защитить и подарить ей покой.
ведь на ней живут уже наши люди. Не за горами День новой победы, и наши воины обязательно возвратятся домой, к своим семьям. Крышалары берерге bütün нәрсе мен өзім сварщик. Сағынды, мәнені сағынды. Мен үшін мәнені сағынды. Бүттен бір нәрсе керек.